Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на последнее суперлуние этого сезона. То есть это последнее суперлуние лета. Месяц у нас с вами необычный был август, он открылся суперлуния и заканчивается суперлунием. Очень непростой период все мы с вами пережили, закрыли лето и идем теперь в осень. Давайте посмотрим, как эта суперлуния отыграется в вашей судьбе, в вашей жизни, что уйдет, закончится и что придет, начнется в вашей жизни, какие процессы запустит эта суперлуния. Загадайте, пожалуйста, на себя, попросите у высших сил именно для вас, для себя подсказочку, и давайте теперь посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, как интересно. Как интересно. Девочки, мои хорошие, кто мужчину ждет? Либо от мужчины каких-то действий ждет. Вы, кстати, можете быть сейчас и с другим мужчиной, да? Но вот есть в вашем сердце, в вашей душе мужчина, и вы все ждете, вы дождетесь. Это суперлуния. Суперлуния, видите, он на крыльях прям летит, да? Запустит момент вашего соединения, вашего объединения. Это 100% будет. Прям такое главное событие идет. Это момент вашего счастья, вашего женского счастья. Так, ну давайте пойдем по порядку. Здесь у меня люди соединяются, объединяются под одной крышей. У одних отыграется, что вы с кем-то съедетесь, у других, что кто-то домой вернется, либо, может быть, вы наконец-таки доедете до дома. То есть здесь встреча, объединение под одной крышей. Опять же, может быть, были какие-то споры, ссоры, конфликты, недоразумения между людьми. Да? Люди договорятся. Договорятся, они под одной крышей, у них все хорошо, они очень мило, по-доброму общаются. Так, следующий момент. Здесь ситуация какого-то страха, сомнений, переживаний, лишений из-за потерь, страха потерь, переживаний за кого-то, либо за себя переживания, там, за свое здоровье, за, может быть, какие-то ситуации там, на работе с деньгами. Неважно, вы все разные. Да? Вот за что вы больше всего боялись, за что вы больше всего переживали, либо за кого вы больше всего переживали. Вот здесь вам станет легче. Буквально в течение 5-7 дней будут происходить какие-то очень странные, непредсказуемые события. Вот такие, что вы прям в ступор впадаете и думаете, ну вот сколько лет живу, никогда бы не подумал. Да? Либо мне кто бы сказал, а я бы никогда не поверил. Вот такие события будут происходить. Их будет 3-4. Причем подряд они будут идти. И вы, во-первых, поймете, что уже это и не за что переживать, да, и не к чему это все переживать. И еще вот та ситуация, которая вас больше всего пугала, она даже вас радовать чем-то начнет. Да? То есть страх перейдет в какую-то радость. Как диаметрально противоположно все развернется. И вы, то, чего вы больше всего боитесь, грубо говоря, тому вы будете почему-то рады. Я не могу сказать, что это конкретно, вы все разные. Но знайте, что все ваши страхи перейдут в большую радость для вас. Так мне показали. Да? Человек боится, страдает, трясется, как осиновый листочек. А потом большая радость. Большая радость. Какие-то события, цепочка событий, да, 3-4 события вот подряд происходят. Вы в шоке, вы никак в себя прийти не можете. Потом, как приходите в себя, понимаете, ой, а бояться больше нечего, да. И вот она, большая радость пришла. Так, следующий момент. Следующий момент каких-то новых знаний, новых умений, новых начинаний. Их будет несколько. Причем вы будете это совмещать. Как вы это будете делать, я не могу сказать, я даже не могу предположить. Я вижу, что будет нелегко, но у вас будет все получаться. И это будет придавать вам силы. Как будто бы в какой-то короткий период времени вы успеете что-то начать, что-то пройти,
чем-то новым позаниматься, да, получить какой-то опыт, получить какие-то знания, либо даже какие-то корочки получить. А люди, которые вас знают, либо будут узнавать о том, что вы сразу там несколькими делами занимаетесь, будут все просто удивляться, да, давайте скажем мягко, удивляться вам, будут задавать вопросы, да, как ты это делаешь, как ты успеваешь, как у тебя там в голове каша не происходит. А ты вообще кто? Ты человек? Да? Может, ты робот, биоробот, да? И поэтому ты можешь усваивать столько информации, либо заниматься несколькими делами одновременно. Девчонки, короткий период времени идет, где-то месяц-два максимум. Месяц-два максимум. Но те знания, которые вы получите, либо те начинания, которые вы начнете, будут просто супер успешные, мега успешные. Это то, что приведет вас к большим достижениям, к вашей мечте, к вашим желаниям по поводу карьеры, по поводу заработка, денег, да, возможностей, о себе заявить. Ничего не бойтесь. Знайте, что у вас на все хватит и времени, и сил, и самое главное желание. Вот у вас все получится. У вас все получится. Вам будет интересно. Интересно, это будет увлекательно, это будет, знаете, как заманчиво даже для вас. Чем вы больше будете узнавать нового, тем больше вы будете туда втягиваться. Все эти знания, все эти навыки, все эти новые начинания, они приведут вас действительно к какому-то триумфальному успеху, вот поверьте. Причем до конца этого года. До конца этого года. Вы не пожалеете то, что вы все это делали. Да и когда вам думать об этом? Да? Вы сейчас увлеченно уйдете в работу, в учебу, и вам даже будет не до мысли. Очень насыщенная, интенсивная жизнь. Мозг кипит, но в хорошем смысле слова. Так, следующий момент. Следующий момент связан с тем, что вам что-то будут вручать, передавать, отдавать. Либо это какая-то ваша вещь, и кому-то, вернее, да, она попала, и человек будет вам возвращать, и тем самым радовать вас. У других отыграется, что вещь была украдена, похищена, потеряна, может быть, да? Вещь найдется, и вам будут отдавать. Но у третьих идет справедливая награда. Награда за прошлые какие-то ваши успехи, достижения, за прошлые ваши какие-то поступки. Да? Идет награда, благодарность. Ну, например, вы там проявили героизм, спасли, я не знаю, там, человека. Да, там, вовремя вызвали скорую, либо сами какую-то помощь оказали, да, вот идет вам за это благодарность. Либо вы себя не пожалели и за кого-то работали, ну, например, на предприятии, да, и за себя, и за кого-то, еще там что-то делали. И вот ваш начальник будет вручать вам премию, будет вручать вам какую-то награду за ваш героизм, за ваше преданное отношение к делу. Да, за то, что вы такой вот прям специалист и человек, который себя не пожалел, а родное предприятие спас. У кого-то отыграется, что вы в прошлом что-то прям такое позитивненькое сделали, важное, нужное, полезное, которое не было оценено теми людьми, но за тех людей вас, например, кто-то наградит. Так и скажут, что вот ты молодец. Вот молодец человек, да. Вот это несправедливо, что у тебя награды не было, набери. Ну, как бы там ни приключилось, я вижу, что вы что-то получаете, и вы этому очень сильно рады. Вы этого не ждете, но вы это получаете, и вы этому безумно рады. Кстати, у кого-то даже отыграется, что вам вернут очень старинный долг. Да? То есть вы же там и думать не думаете, и прям забыли, а вам вернут. Либо вам что-то когда-то недоплатили, и вам это будут возвращать. Причем не просто сумму, которая там болталась, а еще с какой-то пеней, да, как с каким-то начислением, с какой-то компенсацией, либо, может, проценты какие-то выросли. Но вы будете просто на седьмом небе от счастья, потому что совершенно не ждете ни подарков, ни призов, ни денег, да вообще ничего не ждете. А тут, пожалуйста, все будет отдано, выдано, и еще с какими-то очень позитивными, добрыми словами в ваш адрес. Так, левая сторона. В левой стороне у меня какой-то, извините, черт. Человек с рогами и с хвостом. Человек, который очень сильно окуражился над вами, какие-то неприятности причинил, боль причинил, обиды нанес. Может быть, даже угрожал. Может быть, вы боялись этого человека. Да? Вот какой-то черт. Черт он и есть черт. Да? Человек, который вами как кукла играл.
вот вы в руках этого человека были, и он играл вами, да, кидал с одной руки в другую, там, вверх подкидывал, вниз ронял. Какие-то прям действия, ну, просто ужасного характера были к вам применены, да, допустим, так скажем. Хотя, боже, мне такие картинки страшные идут, я не хочу даже об этом думать. Значит, чтобы вы, девочки, для себя понимали, этого черта какой-то человек за хвост тянет. Этого нехорошего человека, да, заставит отвечать за все преступления, за все негативные моменты, которые этот человек совершил. Не только по отношению к вам, но и по отношению к каким-то другим людям. Здесь попадет он куда-то в клетку. Мне идет вообще клетка. Оттуда уже не выйдет. Ну, вот как хотите, так и принимайте мое предсказание. Я говорю то, что я вижу, и то, что мне в потоке идет. Тот, кто вел себя как черт, ну, так же и закончит. Понимаете, вот за хвост его тянут. Да, опять же, по хвосту могут быть все эти его делишки, либо ее делишки. Да, у кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Мужчины, женщины, меня разные люди смотрят. И куда-то закрывать будут. Просто закрывать, изолировать от людей. Ну, либо это камера, либо, может быть, какая-нибудь, там, не знаю, психлечебница, либо что-то еще похуже. Ну, неважно. Но главное, что это заслуженно. И главное, что вы от этого человека освободитесь. Вы не только от этого человека освободитесь, вы еще от страхов освободитесь. Вы еще освободитесь от той мысли, что зло ненаказуемо. Во-первых, вы убедитесь, что это не так. Да? Во-вторых, вы прям почувствуете, да? Вы прям почувствуете, что человек за все свои козни, за свои все эти дела, злодеяния получает сполна. И даже в какой-то момент вам будет казаться, что уж слишком много, да? Можно было чуть помягче, да? Даже жалость какая-то будет к этому персонажу. Но не жалейте, тут все в рамках, как говорится, закона. Вот что заслужил, то и получит. Такой момент идет. Так, еще важный момент. Важный момент связан с какой-то лихой конкуренцией. Лихая конкуренция в ваш адрес. Несправедливая, жесткая, нечестная, с какими-то прям, знаете, как с ядом. Яд какой-то, как травили вас эти ваши конкуренты. Травля была. Травля как зверя, и травля, могли действительно что-то прям такое вредоносное вам подкидывать, делать, я не знаю, натравлять на вас кого-то, да, что такое прям нехорошее было. Опять же, у кого были соперники, соперницы в любви, в отношениях, люди могли даже каким-то образом покушаться на ваше здоровье, на вашу жизнь. Простите, но идет такая информация. У кого-то отыграется, что могли там на смерть порчу делать, у кого-то отыграется, что могли даже думать о том, чтобы вас, простите за слово, да, как-то устранить. Это ужасно. Это просто ужасно, то, что я вижу, то, что приходит мне в информации из потока. Но вы это все пережили, вы с этим всем справились, у вас очень сильный ангел. Он вас просто, я не знаю, вынес на своих крыльях из таких бед, из таких проблем вынес. Вы его почаще благодарите, он самый лучший у вас, он у вас самый лучший, правда. Значит, мои хорошие, вот эти конкуренты, соперники, соперницы, здесь идет жесткое разочарование, потому что у вас ничего не берет. Вот какой бы удар, укол, нападка на вас ни была, вас ничего не берет. Вас с ног сбивают, а вы все равно встаете и идете. И у этих ваших завистников, конкурентов, соперников он крышу сорвет. Человек просто себя до дурки доведет. В прямом смысле слова, да, у человека какая-то болезнь ментальная разовьется, причем очень страшная, да, потому что с вами ничего нельзя сделать, вас нельзя победить. Нельзя. Человеку ведь невдомек, что с вами вообще не стоило бороться, да, что за вами ангелы сильные стоят. И характер у вас такой, что любого в баранку скрутите. Невдомек, да? А теперь, смотрите, идет жесткое разочарование и какая-то проблема в голове. Но опять же, да, человек может просто на почве горести сойти с ума, человек может заболеть сильнейшей депрессией, и человек может заболеть каким-то заболеванием, связанным с мозгом, головой, да, в голове что-то может происходить. То есть вот эта агрессия, этот гнев, это злоба по отношению к вам просто выжигает мозг этого человека. Знаете, как сам себя приговорил. Не трогал бы вас этот человек, ничего бы с ним не было.
Но человек, вот таким глупым образом распорядился своей жизнью. Вы все удары выдержали, выстояли, а этому человеку прости, пока. Вы узнаете о каком-то человеке, о его диагнозе, либо его состоянии, либо о каком-то страшном заболевании. Знаете, что именно этот человек вам все это время вредил, пакостил и был вашим конкурентом, был вашим соперником, либо была вашим соперником, и против вас творил всякое беззаконие. За что и поплатился, либо поплатилась. Диагноз. Вы узнаете диагноз, либо узнаете о каком-то тяжелом состоянии. Вот не жалейте этого человека, потому что этот человек вас не жалел. Вот эта суперлуния все раскроет, и каждому даст свое. Вам, смотрите, тут подарки, дары, деньги, счастье, радость, а этому человеку жуткие диагнозы, болезни и ужасные состояния. А тому, кто вас мучил, вообще клетка приготовлена. Так, следующий момент связан с каким-то признанием. Идет признание, причем у кого-то отыграется любовного характера, а у кого-то отыграется признание в какой-то тайне, какой-то секрет вам откроют. Здесь человек такой несчастный, человек что-то в себе носит, скрывает. Возможно, вы подозревали, а возможно, как говорится, ни сном, ни духом, а человек вам будет признаваться. Человек уже не в состоянии держать. Так на него повлияет эта суперлуния, что человек начнет говорить, говорить о своих чувствах, либо говорить о своих тайнах. И вы очень много всего интересного узнаете. Будет такая информация, что прям волосики на голове будут шевелиться, и мурашки будут по телу бегать. Либо так будет говорить, либо о таких вещах необычных будет говорить, что вы прям это все прочувствуете. Пришло время вам все узнать, и вы все узнаете. Кто-то узнает, что есть безнадежно влюбленный в вас персонаж, который многие месяца, годы вас любят и никак не может совладать с собой. А кто-то узнает, что от вас что-то прям такое важное скрывали. Тем не менее, информация пойдет, информация нужна, важна, и лучше знать, чем в неведении ходить. Это будет. Так, еще дорога вам откроется. Дорога, путь, либо какое-то правильное решение по поводу какой-то дороги и пути. Сейчас вы в какой-то крайности находитесь. Либо вы очень хотите поехать, либо наоборот, вы очень не хотите ехать. Но откроется дорога, либо какая-то дополнительная дорога, либо возможность как-то по-другому построить маршрут, и вы за нее прям схватитесь. Это очень классный вариант. Из категоричности, из этих качелей выходите и принимайте тот вариант, который вам буквально со дня на день откроется. Это даже какое-то предложение идет. Может быть, билеты какие-то выгодные. Может быть, вы в принципе не думали, что можно через как-то в обход, через что-то, через какую-то страну, либо через какую-то область проехать. Может быть, кто-то будет в том же направлении ехать. Человек вам скажет: а составь мне компанию, давай вместе поедем, Либо я на машине, тебя отвезу туда-сюда. Прям хорошее такое предложение, сразу соглашайтесь, даже не думайте. Это очень хороший легкий путь для вас. И по деньгам, кстати, очень такой прям лайтовый идет. Затрат минимум, времени потери минимум. Легко, комфортно вы добираетесь, как говорится, до своей цели. Так, еще. Здесь у меня мужчина впрыгивает на лошадку. Лошадка в левую сторону смотрит. Лошадка, интересная лошадка, маленькая лошадка, как жеребенок. Но это хорошо, лошадка будет расти. Здесь женщина, мужчину, сын, муж, брат, как будто бы подталкивает, либо направляет. В какой-то ваш совет. Может быть, вы что-то прям посоветуете, скажете: иди туда, работай там. Либо вы посоветуете, где поискать, кому обратиться. Ваш совет поможет мужчине найти работу, либо очень хорошо устроиться на какое-то место, либо карьеру, на карьерную лестницу вступить, может быть, несколько сразу ступенечек перейти. Но вы своего мужчину, кем бы он вам ни приходился, просто собственными руками на эту лошадь сажаете. Он либо ни сном, ни духом, либо не собирался, либо не амбициозный, а вы, девочки, его правильно направляете. Знаете, этот мужчина, он такой благодарный вам будет. Он будет смотреть на вас такими огромными, обожающими глазами и будет стараться перед вами выслуживаться, и у вас отношения очень сильно с ним поменяются. Если раньше, например,
Ну, все в жизни бывает, да, может быть, там как-то там гонор свой проявлял, особенно если это сын, может, там говорил, я лучше знаю, да я уже взрослый, мама, куда ты лезешь, либо там муж мог тоже там выкобениваться, говорит, да что ты знаешь, женщина, там, о работе, да, либо о моей там тяжелой трудовой деятельности, то теперь все будет по-другому, девочки, он теперь будет к вам за каждым словом приходить, да, советоваться по каждой ситуации, да, будет смотреть на вас как на гуру, как на проводника, как на поводыря. Вы простите за такое слово, но прям такая информация идет. Очень у вас отношения поменяются. Вы знаете, как это играется? Вот как вы скажете, вот тютелька в тютельку все исполнится. И он просто обалдеет, скажет, боже, с кем я живу, да, кто моя мама, кто моя жена, боже, она же все видит, она же все знает. Ой, что ж я такой глупый, что раньше никогда не слушал. На самом деле очень классная ситуация. И на работе все хорошо будет, да, устроиться, начнет работать, двигаться по карьерной лестнице. И в отношениях у вас очень все поменяется. Нервы вам делать больше не будет. Наоборот, будет очень послушный, очень исполнительный. И такой, знаете, паинька-мальчик. Хорошая ситуация. Вы довольны. Ой, вы довольны. Фу-фу-фу. Девочки, ну наконец-таки дошло, да, кого слушать надо, кому прислушиваться надо. Так, и еще один очень важный момент. Момент какого-то яркого желания. Вот я вижу, что у вас появится желание. Буквально со дня на день появится желание. Чего-то прям очень сильно захочется. И вы об этом подумаете, и буквально в течение прям очень короткого времени это у вас будет в руках. Либо вы будете этим обладать. Прям как-то очень быстро. Вам идет вообще подарок от Луны. Подарок от Луны, да. Знаете, как одарит вас Луна. Не могу сказать за что, но просто так такие подарочки не приходят. Нет. Тем более, знаете, как на общей отсыпке такое показали. Девочки, ну что-то прям серьезное произойдет. Подарок. Вам подарок именно от Луны. Вот чего-то вы сильно захотите, об этом подумайте, и тут же вы это получаете. Тут же оно в ваших руках. Как-то прям очень быстро произойдет. Мои хорошие, не забудьте поблагодарить высшие силы за такое быстрое исполнение вашей мечты, вашего желания. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.